В этом выпуске видеоблога Тугра речь пойдет о хане, чья любовь к сыновьям стоила ему жизни. Современники о крымском хане Халиме Герае писали: он был сведущ в науке, обладал даром проницательности, в молодости известен был своей красотой и благонравием, а также славился ловкостью и мужеством. Возможно, ханство Халима Герая было бы более спокойным, если бы он не сделал своих сыновей сераскирами, военачальниками двух наиболее неспокойных провинций ханства – Едысана и Буджака. Дело в том, что молодые принцы не тактично повели себя с местными беями, оскорбив их вековые традиции, чем и восстановили против себя местных жителей. Халим Герай, вместо того, чтобы вразумить своих сыновей Саида и Тахтамыша, поддержал их и велел арестовать подстрекателей назревавшего бунта, чем и вызвал бурю негодования против себя. В своих мемуарах французский консул при дворе Халима Герая Пейсенель писал, что на поведение хана в отношениях его подданных Буджака и Едисана влияла некая дама Анабии, к советам которой хан всегда прислушивался. Провинции ханства подняли восстание против своего хана. Халим Герай отправился на помощь своему сыну Саиду Гераю в Едысан. Он рассчитывал, что его визит усмирит подданных, но в это время в игру вступает его двоюродный брат султан Кырым-Герай, любимец и признанный лидер едысанцев. Именно здесь, в Едысане, и случился фактически государственный переворот. Халиму Гераю ничего не оставалось делать, как передать бразды правления своему родственнику в обмен на сохранение жизни его сына Саида. Халим Герай пробыл на ханском троне всего несколько лет, с 1756 по 1758 годы. После своего смещения он отбыл в Румелию, где поселился в родовых владениях Сарадж-Или. Спустя год, в возрасте 70 лет, он умер.